Ты заявляешь, что эта структура была провокация от ФСБ, и что те люди, которые там были, это жертвы этой провокации и так далее. Но тогда телефонный разговор. Начнем тогда с телефонного разговора между тобой и Рамзаном Кадыровым. Ты там заявил, что Док Умаров является ФСБшником, и в принципе ты там говорил, что вот, называл его братом и соболезновал его отцу. И вы вроде бы в этом разговоре планировали о встрече с Дуклах Абдурахмановым. Он являлся на тот момент председателем парламента этого, кадыровского парламента, так сказать. Можешь рассказать насчет всего этого, насчет этого разговора, и почему тогда в этом разговоре ты сказал, что Док Умаров является сотрудником ФСБ? Ну как же так могло бы без этого вопроса обойтись? Алхамдулилlah. Хорошо, что есть кому задать вопрос. И алхамдулилlah, хорошо, что у меня есть что ответить на этот вопрос. Изначально начнем с того, что, хотя постоянно муссирует тему, я позвонил Рамзану Кадырову. Валлахи, биллахи, таллахи. Я это повторяю уже 10-й раз. Я не звонил Рамзану Кадырову. Рамзан Кадыров позвонил на телефон человека, который стоял рядом со мной. И этот человек просто один раз, когда этот звонок прошел, я его не принял. Второй раз, уже спустя некоторое время, этот человек просто плакал. Он должен был ехать домой. Он говорит, я должен вернуться домой. Пожалуйста, возьми эту трубку. Я эту трубку взял. И в наш разговор. Я Доку Умарова ФСБшником назвал в ответ на то, что Рамзан сказал, что Докка Умаров говорит, что ты ФСБшник. Я ответил, сам он ФСБшник. Ну, я выразился очень нехорошо, о чем я с самого начала жалел, сожалею. Не потому, что об этом стало сегодня известно. Никто об этом разговоре не знал, когда я сожалел об этом, сам лично. Потому что я позволил этому моральному уроду вытащить из меня вот нехорошие слова, адрес моего бывшего моего бывшего соратника. В это время мы уже не были соратниками. Они вынесли фатву, и был отдан приказ на мое физическое уничтожение, ликвидацию. Я все это знал. Но несмотря на это, я об этом жалел, потому что я это позволил услышать этому человеку. А относительно, я его братом назвал. Ибраим, у меня привычка, когда я разговариваю с Амелдеш, вообще с чеченцами, я говорю «савыш». Это знают очень многие. Это было просто фигура речи, не более того. Если кто-то сомневается в том, что Рамзан считает меня своим братом, или я считаю его своим братом, я думаю, это просто больные люди. Никакого другого у меня объяснения этому нет. И я не хочу оправдываться перед больными людьми. Я могу только пожелать им выздороветь поскорее. И наш разговор, и наша встреча с председателем парламента, она была от начала до конца санкционирована парламентом Чеченской Республики Ичкерия, правительством Чеченской Республики Ичкерия. Это было наше общее решение провести эту встречу с тем, чтобы реанимировать Чеченскую Республику Ичкерия. До этой нашей встречи, до этой нашей пресс-конференции с этим Абдурахмановым, с Духвахой Абдурахмановым, о чеченском проекте, об Ичкерии мир молчал. Везде ссылки, все шло на Кавказский Эмират и на террористическую организацию. Мы, проведя эту встречу и вынудив Абдурахманова заявить о том, что он прибыл на переговоры с Закаевым, председателем правительства Чеченской Республики Ичкерия, по согласованию с президентом России, с Медведевым и с премьер-министром Путиным. И, конечно, Рамзан Кадыров об этом знает. Это заявление находится в средствах массовой информации. И это с этого времени заново заговорили о Чеченской Республике Ичкерия. С этого времени Совет Европы,
Европейский Союз, парламент, Европейский парламент, уже проводили с нами открытые встречи, называя нас представителями, руководителями, министрами Чеченской Республики Ичкерия. И поэтому для нас и с нашей стороны, и для тех людей, которые участвовали в этом процессе, это была спецоперация. И знаешь, я сейчас не молодой человек, мне за 60 лет, мне было бы стыдно и перед своими детьми, и внуками, и перед теми, как людям, которым я апеллирую сегодня, говорить неправду. Они же слышат нас, они же услышат нас. И представьте себе, какое у них было бы отношение к тому, что я сейчас говорю. Поэтому все, о чем сейчас вокруг этой темы муссируется, это абсолютная ложь. Это просто пропаганда, направленная не против меня лично. Это работа, которая ведется против нашего правительства, против нашего государства. Критиковать, выпады. Все это началось не с меня, Ибрагим. Ты просто очень молод, и ты не помнишь, но ты можешь спросить у своего отца. Сегодняшний, он вошел в историю как легенда и как легендарный человек, гениальный человек, Джохар Дудаев, первый президент Чеченской Республики Ичкерия. Буквально со второй недели его избрания президентом начались выпадки в его адрес. В чем только его не обвиняли. И даже после смерти его продолжают обвинять. Есть те, которые продолжают утверждать, что Джохар Дудаев жив, он подверг чеченский народ жесточайшему геноциду, убил, устроил эту бойню и сегодня где-то припеваючи живет на Западе. Эти выпады были всегда и будут до тех пор, пока мы не станем действительно независимым государством. А вот как бы в продолжение отвечать на эти оба вопроса, и первый относительно Кавказского Эмирата, и насчет встречи с Абдухуахой. Есть вопрос, я не знаю, у тебя эти вопросы есть или нету, то, что это были сепаратные переговоры Закаева там с российской, с чеченской оппозицией, с чеченскими манкуртами. Это не были сепаратными переговорами. Было постановление, общее постановление, и потом было постановление правительства. Была сформирована делегация. И это все находилось в прессе. Мы об этом говорили открыто. Сепаратные переговоры – это когда скрытно кто-то, не мне объяснять, вы понимаете, что такое сепаратные переговоры. Никаких сепаратных переговоров не было, было постановление. Теперь другое. Эти переговоры были не с марионеточными структурами, эти переговоры были с властью с российской властью, о чем сам вот эта марионетка и заявил. Относительно, что мы не разговаривали с чеченцами в течение наших предысторию, Джохар Дудаев, Зелимхан, там даже берут во внимание вот то, что у нас было в Кремле. С самого начала, 25 мая 1995 год, первые контакты с российской стороной, туда был направлен Усман Имаев, Джохаром Дудаев, и я. И мы встречались тогда в городе в Грозном, в офисе ОБСЕ, с Лечо Добачевичем Магомадовым, который представлял российскую сторону, с Абдуллой Бугаевым, который также представлял российскую сторону, но этнические чеченцы. Они входили в оккупационные структуры, которые тогда были. То есть у нас не было, начало было с ними, но завершили мы первую войну 1 на 1, 2 президента. Президент Масхадов и президент Ельцин. И в политике ты не можешь делать то, что тебе нравится, то, что тебе хочется. В политике тебе приходится делать то, что нужно делать, если даже это тебе не нравится. Конечно, я в своей книге написал обо всем этом и прописал, что я испытывал перед тем, как встретиться с Духуахой Абдурахмановой, представителем этой структуры, этой власти. Но это не означает, это не было моим желанием, но это была тогда необходимость, что мы и сделали. И с этого времени практически весь мир заговорил и о Чеченской Республике Ичкерия, и о начале диалога Ичкерия и Кремль. Вот так на первых страницах международной прессы комментировали эти события. И это была наша победа. Победа ичкерийского руководства и тех, кто стоял на этой позиции. И теперь я упустил один момент, Ибрагим, я хочу
по поводу Кавказского Эмирата, я немного момент упустил, о том, что за 10 месяцев, я не буду называть имени человека, но его все хорошо знают. Когда мы встретились в Норвегии, я передал ему информацию о том, что это готовится. Доктор Ваха не смог приехать, он под каким-то предлогом. Не приехал Шамсудин Басугаев, что ему не дали визу. Но это было за 10 месяцев до объявления халифата. И когда, если ты видел, я не знаю, разговор Ислама Халимова, когда они рассуждают на эту тему, оно есть. И как Шамсудин Батукаев ответил, что передал Закаев 10 месяцев назад. Он сказал, да, именно об этом он передал. И Шамсудин Батукаев подтвердил это, что я эту информацию передавал им за 10 месяцев. Более того, в Норвегии прошло заседание с представителями и с нашими членами кабинета министра о том, где мы обсуждали этот вопрос. И мы тоже предлагали и пытались, каким образом можно это предотвратить. Но, к сожалению, нам это не удалось, потому что это делалось не с нами. И это произошло так или иначе. И относительно вот этих, что я обвинил доктора Умарова в 500 миллионов, никогда я этого не говорил, что он взял деньги 500 миллионов. Я говорил о том, что, и это я передал за 10 месяцев. За 10 месяцев до этого я это передал человеку, который приехал для того, чтобы этот месседж передать доктору и другим. Я ему сказал, что выделены средства на эту операцию. Выделены средства $500 миллиона. Слово было $500 миллиона. Естественно, эти $500 миллиона доллары или рубля. Какие рубли в долларах? Вот об этом я сказал. А кто сколько из них что получил, это уже вопрос не ко мне. И когда мне задали вопрос относительно, вот ты считаешь, ты думаешь, что это было сделано за деньги, вот тогда я сказал, если они это сделали не за деньги, они дураки. Если они это сделали за деньги, то они предатели. Я могу это повторить и сейчас. И вот многим не нравится то, что я даю оценку этому событию. Я не имею права не давать оценку этому событию. Так как я сегодня занимаюсь политикой, я руковожу нашим правительством. И мы должны давать оценку и моей деятельности, и деятельности любого лидера, которого из-за действий каким-то образом, действия которого каким-то образом касаются народа и нации. Да, это была большая ошибка доктора Умарова. Большая ошибка, это было преступление. И, естественно, Генеральная прокуратура среагировала на это именно таким образом. Но потому что за этой страной, которую они хотели ликвидировать, была очень долгая история. И очень много жертв было в связи с тем, чтобы сохранить это государство. И поэтому и в первом случае, и в кого-то еще остались сомнения в том, что мы с ним братья или друзья, я думаю, в этом случае уже ничего, кроме как пожалеть этих людей, мне ничего не остается.